Самолет премьера приземлился в новом, точнее отстроенном заново, фактически поднятом из руин аэропорту Грозного. Затем на машинах по новой дороге все поехали в Гудермес на совещание. Первый раз Путин побывал в Чечне в новогоднюю ночь с 99 на 2000. Города Чечни тогда лежали в развалинах. Эти съемки сделаны в Грозном как раз зимой 2000-го. Разрушенные дома, испуганные жители, те, кто остались в городе, в основном жили в подвалах. Военные и бойцы МЧС тогда ходили по городу, раздавали людям еду. В Грозном не работали пекарни, магазины, и было непонятно, где вообще будет столица Чечни. Более того, некоторые тогда в то время, в том числе и в Чечне, говорили о том, что Грозный и восстанавливать уже не надо. Восстановить его в прежнем виде не удастся, и лучше, дешевле и эффективнее, и даже красивее можно было бы сделать в другом месте. И, конечно, сейчас на контрасте, спустя 11 лет, перемены особенно очевидны. Восстановлен Грозный, в Чечне строят дороги, новые дома, школы, проводят свет и газ. На все это федеральный центр тратит огромные деньги, и во многих российских регионах ситуация кажется крайне несправедливой. Появился звучный призыв «Хватит кормить Кавказ». Задумаемся, что такое «хватит кормить Кавказ». Что это значит? Это значит, что не нужно вкладывать деньги в развитие северно-кавказских республик, в создание новых рабочих мест на Кавказе. Но тогда мы с вами понимаем, и все должны это знать. Молодые люди Северного Кавказа будут и в еще большем количестве переезжать в другие регионы Российской Федерации, прежде всего в крупные города, в поисках работы и лучшей доли, это естественно, со всеми проблемами, которые порождает эта миграция. Что тогда делать? Гнать их оттуда. Чего будет? Куда им деваться? Они будут пополнять бандформирование. Что делать в этом случае? Тогда парни из этих самых крупных и других населенных пунктов России и другие парни из Кавказа должны будут воевать, идти под пули, убивать друг друга. Будет продолжаться братоубийственная война. В прямом смысле этого слова. Звучат, сказал Путин, и более радикальные предложения, например, вообще отделить Кавказ от Российской Федерации, предоставить республикам полную независимость. Если это произойдет, тут же, в эту же секунду, не то что в час, в секунду в эту же, найдутся те, которые захотят то же самое сделать с другими национально-территориальными образованиями Российской Федерации. А это означает конец России. Общая, огромная трагедия, которая затронет без всякого преувеличения каждого гражданина нашей страны. Каждого затронет. Выход, сказал премьер, в экономических решениях. Надо более справедливо распределять налоги между федеральным центром и регионами. Это касается инфраструктурных монополий, которые работают по всей стране, а налоги платят в Москве. А руководству северокавказских республик, где самая высокая в России безработица, надо активнее поддерживать малый и средний бизнес и разрабатывать проекты, интересные инвесторам. Для того, чтобы добиться коренного перелома в экономике Северного Кавказа, переменить ситуацию и жизнь людей изменить к лучшему, необходимо укреплять реальный сектор экономики, формировать благоприятные условия для притока инвестиций. Со своей стороны и регионы должны более активно включиться в реализацию этих проектов. Позиция сторонних наблюдателей, отстраненность абсолютно недопустима. На сегодня уже отобраны 44 проекта, реализации которых позволит создать на Северном Кавказе 17 тысяч рабочих мест. Всего в регионе в ближайшие 3 года планируется реализация инвестпроектов общей стоимостью более 400 миллиардов рублей. Андрей Медведев, Алексей Баранов, Юлия Щедрова и Надежда Волкова. Вести.